плюс Каролина, у вас есть вопрос? Да, есть вопросы. Скажите, пожалуйста, представитель президента, ну, аппарата президента, да, как раз объяснял с точки зрения, наоборот, нарушается также прокурор имеет право подавать отвод, также и потерпевший имеет право подавать отвод, а вы вообще с другой стороны сказали, что затягиваются именно, получается, здесь в данном случае не защищены их интересы, да? Вот насчет ограничений. Вы говорите, что отсутствует ограничение на оспаривание. В гражданском судопроизводстве я понимаю, да, даже здесь представитель Верховного суда, когда рассказывала, она не указала, что они параллельно оспариваются, параллельно от основного дела. В данном случае это уголовное. Скажем, в суде первой инстанции ходатайство не удовлетворено о признании недопустимым, скажем, единственного доказательства, которое добыто незаконным путем. Да, вы говорите, что оно не ограничивается, вместе с приговором оспаривается. Приговор вышел человек, скажем, из зала суда отправлен в СИЗО. Пока оспаривается 2 месяца, пока рассматривается 2-3 месяца как минимум. Человек будет находиться в СИЗО. Это, считаете, после приговора городской инстанции, данный судебный акт сразу вступает в силу. Он отправляется уже в колонию. И это считается, что не ограничение человека лишать свободы, да, но ты, согласно Конституции, нормам, всем ты имеешь право оспаривать вместе со всеми решениями в Верховном суде. Это по-вашему, просто я почему прокурору, ну, потому что это общий надзор в любом случае. Вы считаете, что это не ограничение человека прав, что он будет сидеть в СИЗО и будет ждать вместе с приговором, оспаривать все. Да, я поняла ваш вопрос. Я бы на него таким образом ответила. Здесь коллеги отметили о том, что при подаче жалоб кассационных или представлений они рассматриваются в порядке как бы очередности. Да? Сначала рассматривается определение, и затем выносится окончательный судебный акт. А почему вы говорите, что вначале выносится судебный акт, а потом может быть рассмотрено ваше ходатайство? Нет, я не это имею в виду. Человек, скажем, из зала суда его забрали, вышел обвинительный приговор. Если бы вовремя, например, признали недопустимым данное ходатайство, скажем, допустим, только единственное ходатайство, он был бы освобожден. Вынесено бы справедливое решение. Я еще не закончила. Да. Просто определите, чтобы понятно было. Я сразу 2 инстанции говорю, вы потому что начали еще и с апелляционной инстанции. Выходит приговор первой инстанции. Человека забрали из зала суда. Он обжаловал в апелляционной инстанции. Дальше обжаловал в Верховном суде. Да, запрета нет, он имеет право. Но, допустим, минимум полгода человек сидит сперва в СИЗО, после городского суда в колонии. И вот это полгода для вас это не ограничение свобод и законных прав и интересов граждан. По вашему мнению, это не ограничение, да? Нет, я не могу сказать, по-моему, или законодательством четко указано, да, в каких случаях и как можно это обжаловать. Поэтому я не вижу никаких ограничений, потому что если носится какого рода ходатайство, значит, они рассматриваются судом, и суд дает свою правовую оценку. И если суд находит их, допустим, недопустимыми, соответственно, он выносит соответствующий судебный акт в этой части. Нет, вы не поняли до конца вопрос. Он заключается в следующем. Говорит, вот судом вынесено решение и допущено доказательство, которое добыто, ну, по мнению в данном случае адвоката, незаконным путем. И определением, ну, уже и он лег в основу итогового там обвинительного приговора. Человек взят под стражу, да? Она имеет в виду, а если бы это вот в самом начале этого процесса, скажем, была возможность обжаловать это определение суда, то итог мог быть совершенно другим. Вот что имеется в виду. И то, что невозможность обжалования вот этого определения о допустимости доказательства, который добыт, скажем, незаконным путем, это разве, говорит, ну, с ее точки зрения, разве не является ограничением вот, права на своевременную, скажем, защиту своих интересов, своих прав?
Ну, я считаю, что законодательством установлен определенный порядок обжалования. Я не вижу никаких ограничений. И есть право, допустим, сторон, значит, заявлять ходатайство и, значит, дожидаться приговора суда, решения судебного. Вот в данном Да. случае обращаясь сторона хочет услышать вашу позицию Мгм. по этому вопросу. Да, То да, есть, да. смотрите, да, то есть вот промежуточный акт вынесен, да, Мгм. допущено, скажем, доказательство, которое добыто с ее точки зрения незаконным путем. Мгм. И потом через определенное какое-то время, разумеется, на основе этого доказательства выносится обвинительный приговор, и человек берется под стражу. Вот невозможность обжалования предварительно вот этого судебного акта, который имеет такое важное значение с точки Мгм. зрения. Мгм. Вот. Вы Ну, считаете, что в данном случае тоже, да? То есть, ну, Ну, мне сложно говорить, если было заявлено, я вот не знаю, вот если заявлено ходатайство, суд же Мгм. давал оценку, ну да. суд же давал оценку в любом случае. Ходатайство было рассмотрено судом, и суд давал свою оценку. Если есть, наверное, какие-то претензии, вы можете обратиться в отношении судей тогда, которые приняли необоснованный акт, в части, когда они рассматривали данное ходатайство и вынесли, допустим, определение, которое потом явилось основанием для того, чтобы человека взяли под стражу. Я так могу Ваш ответить. ответ понятен. Мгм. Есть еще вопрос? Да. Самат Хаштобекович, у вас есть еще вопрос? Вопросов нет. Талайкуль Асхаралиевна, есть еще вопрос? Нету вопросов больше. Самат Хаштобекович, у вас есть вопрос? Нет вопросов. Уважаемый судья, есть вопрос? Присаживайтесь.